Первые малыши в обновленном роддоме Белебея и реконструкция музыкального колледжа в Октябрьском. Ради Хабиров в ходе рабочей поездки по юго-западу республики посетил социальные объекты и рассказал жителям о мерах, которые примет правительство для укрепления экономики в этих муниципалитетах. Что обрадовало главу Башкортостана и где ему пришлось сдерживать эмоции перед телекамерами, в репортаже Азата Садреева. У нас девочка, и зовут ее Диана. Малышка Диана теперь в Белебее знаменитость. Второй ребенок Эльвиры Ефаевой родился первым в отреставрированном роддоме. Эти стены не слышали детского плача долгих 4 года. Все новое после ремонта. Отношение тоже персонала хорошее, поэтому жаловаться, так скажем, не на что. Оборудование новое. Поэтому и врачам, я думаю, было легче, и за счет этого мне тоже было легче. На ремонт здания и реконструкцию инженерных коммуникаций бюджет республики выделил 180 миллионов рублей. Еще 205 миллионов потратили на медицинское оборудование. Ради Хабиров поздравил молодых мам с пополнением в семье и пожелал им снова вернуться сюда рожать. Теперь для этого им не придется ездить в Октябрьский, как было в последние годы. С северной стороны у нас 2 больших микрорайона жилых, оттуда тоже люди. Это, в принципе, то есть не на отшибе, это центр города. Тоже организовываем подход. Проект создания комфортной городской среды в Белебее признан лучшим во всероссийском конкурсе. Он предусматривает модернизацию набережной городского пруда и парка «Поющие родники». Ради Хабиров проинспектировал освоение выделенных на эти цели 113 миллионов рублей. А вот в поселке Приютово работы по оживлению инфраструктуры только предстоят. Уже со следующей недели к вам в Приютово будут приезжать отраслевые министры. Мы примем решение и утвердим программу. И каждый год до 2024 года начнутся движения у вас там. Это я вам твердо обещаю. Без внимания главы республики не остались и обманутые дольщики жилого комплекса «Весна» города Октябрьский. Застройщик, сменив название, продолжает деятельность, а люди не могут справить новоселье с конца 2017 года. Времена года меняются, проблема остается. Дольщиков волнует тот факт, что при недостроенных 2 объектах, по сути, один и тот же застройщик успешно возводит новые многоквартирные дома. Например, вот эта 5-этажка будет сдана уже в этом месяце. На протяжении долгого времени руководство города и застройщик так и не нашли общего языка. Проект комплексного развития территории, включая создание необходимой инфраструктуры, не реализован. И хотя муниципалитет готов оказать содействие в привлечении финансов, директор фирмы не дает никаких гарантий, что достроит дома. Между тем, к словам дольщиков, которые предлагали решение проблемы и раньше, прислушались лишь в присутствии Радия Хабирова. Вот в этом доме квартиры все распроданы практически. Фирма прибыль получила, она фактически должна рассчитаться же за это, за фактическую стоимость права аренды. Вот и все. Решение проблемы на поверхности. А насчет того, что мы слышали, нам говорили, что личное поручительство, если человек планирует все это добросовестно исполнить, он, естественно, даст личное поручительство. Вы как хотите, как-то права качать или все-таки строить будем? Мы не качаем права. Давайте так, сейчас не будем разбираться. Вы на субботу на 10 часов собираете ко мне. В субботу подъезжайте ко мне, вызывайте Колунову. Я приглашу прокурора и Следственный комитет. И узким кругом решим. Либо мы там договариваемся, либо все пойдет по-плохому. Хорошо. Вот? Хорошо. Все. И пригласите вот молодого человека, чтобы он тоже был. В следующем году город Октябрьский отметит свой 75-летний юбилей. На совещании в формате «Час главы» Ради Хабиров обсудил с мэром Алексеем Шмелевым подготовку к празднованию. Глава Башкортостана также поинтересовался развитием транспортного сообщения, благоустройства территорий. А при реставрации Октябрьского музыкального колледжа Ради Хабиров поручил найти квалифицированных строителей. Учебные заведения открыты в 1969 году, и сегодня там занимаются 160 студентов. Здание уже обветшало и требует капитального ремонта фасада, кровли и внутренней отделки. Ну, это самый главный зал, наш 530 мест. В Октябрьском больше нету. Все мероприятия. Да. То есть и городские мероприятия, Да, вон да, даже как. да, То есть вот ваш ключевой зал. Это наш ключевой. Вот отчет главы где проходит? Вот здесь. Вот здесь проходит, да? Ну и плюс концерты. 8 марта. Там. Да, вот конечно. завтра будет 8 марта. И для нас здесь это учебный класс, потому что большие коллективы, они должны выступать. Но проект-то на хороший сцене. сделали, нет? Как стараюсь положено. учесть Да. все. Глава республики поручил определить источники финансирования реконструкции музыкального колледжа. После ее завершения в главном концертном зале города нетронутой останется разве что уникальная люстра ручной работы, созданная в единственном экземпляре выпускниками художественно-промышленной академии имени Строганова.
Азат Садреев, Артур Ханов, Виктор Миренков, Александр Демидов. Новости. Белебей. Октябрьский.